Турция, Стамбул, 1866 год. Национальные флаги приспущены, весь город в трауре. Изо всех сторон слышны напевы заупокойных молитв. Глашатаи со всех минаретов возвестили: сегодня под утро переселился к милости Всевышнего великий ученый всего мусульманского мира, потомок любимца Аллаха пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, шейх Саид Джамалуддин Аль-Хусейни Аль-Кибуди Аль-Газигумуки Аль-Дагестани. Джамалуддин Казикумуский был потомком пророка, известен в Дагестане ученым, суфием, наставником Нашхабандийского тариката. Говорил более чем на 15 языках. Если сегодня спросить, кто такой Джамалуддин, все сразу вспомнят Кавказскую войну под предводительством имама Шамиля, чьим духовным наставником он был. Его дочь Захидат была женой имама, а сыновья Абдурахман и Абдурахим были женаты на дочерях имама. Сам Джамалуддин входил в совет имама Шамиля, без одобрения которого, то есть этого совета, имам Шамиль не принимал важных решений. Царский офицер Волконский писал в своем донесении: для разрешения важнейших дел по управлению страной Шамиль учредил в 1841 году Верховный Совет, состоящий из лиц, пользующихся его доверием, из заслуженных наибов и старших лиц духовного звания. Именно такой совет, состоящий из военачальников, доверенных людей и авторитетных ученых, давал возможность всесторонне изучить ту или иную проблему и дать ее верное решение. Надо отметить, что Джамалуддин был не только тестем имама Шамиля, его советником, а что немаловажно, еще его духовным наставником. Давая советы своему муриду, он руководствовался не своими желаниями, не своей прихотью, а именно все рассматривал через призму шариата и через в том или ином деле, какая польза есть для народа. И необходимо понимать, что это были непростые люди, которые руководствовались своими желаниями или же своей прихотью. Это были суфии, это были ученые, набожные люди, которые все рассматривали по требованиям шариата. Видимо, опасаясь именно этого, генерал Головин писал военному министру Чернышову: пока Шамиль жив, нам нельзя надеяться на добровольную покорность горцев. Можно утвердительно сказать, что мы не имели еще на Кавказе врага лютейшего и опаснейшего, как Шамиль. С течением времени власть его получила характер военно-духовный, тот самый, который в начале исламизации меч Мухаммада поколебал 3 части вселенной. На территории Дагестана Шамиль создал отдельную политическую структуру – имамат. И верховным органом власти в этой имамате был диван-хана, то есть главный совет имама Шамиля. В имамате был свой свод законов, то есть низам, знаменитый низам Шамиля. Он представлял собой свод законов на основе шариата, которыми мог руководствоваться любой горец. И по словам биографа имама Шамиля Руновского, Шамиль хороший администратор, умный и даже очень умный человек. Создание такого государственного строя было бы невозможным без помощи ученых людей. Ими являлись ближайшие наибы Шамиля, которые были не только отважными воинами, но и известными алимами своего времени. Известно, что таковыми в то время в Дагестане называли людей, обладавших знаниями не только в богословских, но и в светских дисциплинах, как принято сегодня говорить. То есть алим, человек-ученый, имел всесторонние знания. Известные наибы Шамиля, которые стали ему опорой в расширении и укреплении границ имамата, это такие наибы, как Ахбердил Мухаммад и Мухаммад Ганадинский, которые были хафизами. Абакар из Аргвани и Ташов Гаджи тоже оба были ученые и богословы. Идрис Хаджи из Индирея, Шуайб Мулла и Гази Мухаммад из Гуйми, который в свою очередь по степени познания дошел до уровня устаза. И это далеко не весь список наибов, которые были вместе с имамом, которые были большими учеными. Но с течением военных действий против царской России многие из них погибали, и к концу войны уже их осталось единицы. Что касается устаза Шамиля Джамалуддина, то он также разделил участь со своим учеником, вплоть до высылки его из родного края. Но надо отметить, что царские вассалы относились к горцам и ко всем членам их семей с большим уважением и возвеличивали их настолько, что в своем письме Шамилю Джамалуддин пишет: «Несмотря на то, что мы в отношении его царя были злодеями, с какими благодеяниями он относится к нам. Если он так относится к злодеятелям, то каковы же его поступки в отношении добродетелей?» Свидетельств уважительного отношения к Шамилю очень много, как от высокопоставленных лиц царского режима, так и от простых людей.
И все мы знаем, что имам Шамиль долгое время жил в Калуге. И когда уезжал оттуда, все люди этого города пришли его провожать и пожимали ему руку. Сначала он прощался со всеми стоя. И пожимав руку каждому, он благодарил их. Но, как мы знаем, имам Шамиль в это время был пожилым человеком. И он от большого количества народу он устал и сел. И из уважения к нему ему под руку положили подушку, и люди подходили здороваться с ним, то есть прощаться с ним, пожимая ему руку. Подумайте сами, кому из военачальников было оказано столько уважения, как имаму Шамилю? Ведь было немало боевых генералов, которые воевали против России и за Россию, чьи имена, которые до сих пор у всех на слуху. И никому не было оказано столько уважения. Сегодня, просматривая историческую хронику, во многих документах можно встретить описание военных действий, хитроумных поступков и подвигов, которые совершали горцы во времена Кавказской войны. Но, к сожалению, очень мало рассказано о самих людях, о их человеческих качествах, мировоззрении и отношении к тому, что происходило в те годы. А ведь именно это двигало ими. Порой горцев представляют дикарями, которые сопротивлялись наведению порядка. Но убережет Всевышний Аллах от такого мнения. Даст разума, чтобы мы по достоинству оценили то, за что боролись наши предки, и не лишит возможности говорить об этом. Аминь.